истории стран и народов уровня социального обеспечения и уверенности в завтрашнем дне. И самое главное, это величайший энтузиазм трудового народа, впервые ставший хозяином на своей земле. Особые привилегии, в кавычках, были лишь у одного класса, тоже в кавычках, в советской стране. Это у детей. Народная власть сделала все от нее зависящее, чтобы дать советским детям и молодежи возможность развиваться, получать образование и трудоустраиваться по специальности. Даже в 1942 году, когда фашистские войска стояли под Сталинградом, СССР тратил на образование в 2 раза больше средств, чем сегодня в Российской Федерации. А в 1945 году в 5 раз больше. Это было подчеркнуто всеми левыми молодежными организациями, принявшими участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в октябре этого года в Сочи. Участники Всемирной встречи коммунистических и рабочих партий, состоявшейся несколько дней назад в городе 3 революций в Ленинграде, особо подчеркивали преемственность и современность идеи октября. Ведь сегодня в мире крупнейшей экономикой является социалистическая Китайская Народная Республика. Самые мощные темпы развития показывает социалистический Вьетнам. Стойко сдерживают удары мирового капитала героическая Куба и Северная Корея. Успешно борется с прихвостнями американского империализма боливарианская Венесуэла. Блестяще трудится братская Белоруссия. Социализм не остался в прошлом. Он является фактом настоящего и маяком для будущих поколений. И мы, сегодня находящиеся в этом зале, можем прочувствовать дух социализма и воочию увидеть достижения Великой Октябрьской социалистической революции. Ведь создание нашей республики Коми – это следствие ленинско-сталинской национальной политики, впервые в истории давшей Коми народу свою государственность. Мощное развитие промышленности и сельского хозяйства в Коми крае началось в 30-е годы, которое вместе со всей страной шла путем индустриализации и коллективизации. В считанные годы в тайге и тундре выросли города Воркута, Инта, Печора, Ухта, Буктыл, Сосногорск, Усинск. А вековая тишина северного края раскололась гудками паровозов и растеклась крыльями самолетов. Чрезвычайно расцвела коми-культура, пополнившая мировой фонд гениальными образцами произведений национальных авторов. Никогда еще за всю историю России наша земля не переживала такого бурного расцвета, коренным образом поменявшим облик нашего северного края. Вся сволочь мира ненавидит Ленина и Сталина только за то, что из страны, которая сгорела в Первой мировой войне, была растерзана и находилась в полуграмотном состоянии, она за 20 лет превратилась в супермощную державу, увеличив потенциал в 70 раз. СССР на пике своего могущества производил 20% всей мировой продукции, а нынешняя Российская Федерация только 3%. Советская страна давала каждое 3-е изобретение в мире, а мы сегодня растеряли 1,5 миллиона высококлассных специалистов. Сегодня, в начале 21 века, социализм стучится во все двери. Временное отступление России от социализма в 1991 году будет преодолено. Нам есть чем гордиться, нам есть на что опираться и есть куда стремиться. 7 ноября – это не праздник прошлого, а праздник будущего. Свет социализма опять взойдет не только над Россией, но и над всем миром. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Дорогие друзья, мы начинаем наш праздничный концерт. Сегодня большой праздник, и поэтому вы можете подпевать, поддерживать наших исполнителей и не жалеть аплодисментов. На сцене, не побоюсь этого слова, легендарный и всеми любимый хор «Авиарябинушка», руководитель Колосова Татьяна Михайловна, попурри из революционных песен. Встречайте! Гордой
Ходимо.